Привет, друзья! Извините, что в таком виде у нас плюс 40 в тени. Дожди были, паводок обещают, но и воды уже много. Что ж, ребята, давненько на своем канале, как говорится, от первого лица на видео не снимал. Сегодня решился. Ну, многие знают, но некоторые не знают. Вот. Хотел бы прямо сказать, недавно, до недавних пор мы всем миром помогали маленьким детям. Правильно? Было такое, было. Вот. И такие ситуации, к сожалению, каждый день происходят. И у меня возник пару лет назад второй вопрос, как этого уменьшить. И надо развивать. Пришел к такому мнению, надо развиваться самому. Помочь деньгами — это хорошо, а помочь напрямую человеку, подсказать, показать. И новое такое слово, просто чем он болеет, человек порой не знает, думает, что голова, думает, что животик. Вот, а на самом деле совсем другое. Ну, учился, некоторые результаты имеются, не скрою, результаты имеются. И хотел бы помочь людям. Каким образом? Ну, все очень просто. Кто нуждается в помощи лично, кто не доверяет людям белым халатам, кто хочет избежать от шарлатанов, я не знаю, там гадалки и так далее, и так далее. Обращайтесь. В том плане, чем вы действительно болеете, могу сказать. И я обязательно должен сказать, я не один. Вот. Могу сказать, что я посредник. Вот, так попроще будет. Но это делается очень быстро. Вот. И, на мой взгляд, на наш взгляд, даже за умеренную такую сумму. Вот. Не бесплатно, конечно, это дело. Сугубо личное, конфиденциально сохраняется. Можете обращаться. Сейчас пойду разговору шаман, там и так далее, и так далее. Есть такое, ребята. Я не отрицаю. Такое есть. Вот. Ну, якуты спокон веков дети солнца. Дети солнца. Вот. И каждый саха стремится к этому. И каждый саха между тремя мирами желает общаться, желает сопряжение между ними держать. И держит многие. Вот. Перед вами сидящий не рисуется, ничего такого больших жирных слов не хочу сказать. Вот. То, что сумеем мы, могу предложить открыто. Можем помочь. Ну, дело добровольное. Вам добровольное. Вот. Из примеров, ребята. Вот. Из примеров могу... Многие люди заплутали просто. Заплутали в этой суете. Многие люди не знают, где выход, где налево, где запад, восток. Не знают. В буквальном смысле заплутали они все, заблудились.
Вот. Несмотря даже то, что мы принимаем в виде пищи, начиная, вернее, заплутали. И это давным-давно все стали в системе единой, такой монолитной люди системы. Нам надо оплатить ипотеку, нам надо закрыть кредит, нам надо работать на предприятии, нам надо, чтобы зарплата повысили, чтобы пенсия большая была и так далее, и так далее. Таким образом, в самом внизу существует. Да-да, в самом внизу. Ну, много. Выше и выше можно подняться. Вот. Но большинство, к сожалению, в самом внизу. Начинающие. Вот. Ну, больших вершин не знаем. Больших вершин, других вершин вроде некоторые чувствуют, а некоторые игнорируют, а некоторые вообще не знают об этом. Вот. Тем самым, ну, самое у нас ценное — это здоровье, которое мы тратим. Попросту тратим, курим каждый час, пьем каждую неделю и так далее. В лучшем случае. Вот. И мы забыли совсем коренных истоков. Как-то без врачей жили в старину. Жили. Вот. Там и все костоправы были, там и аптекари были, там и шаманы и так далее были. А у нас в Якутии эта практика, как ни пыталась любая власть, не исчезла. Не исчезла. На данный момент она, наоборот, приветствуется. Да, есть больницы, да, есть медицинские центры и так далее, и так далее. Но большинство у людей проблема вот здесь. Что мы начитали, что мы услыхали, что мы видели в WhatsApp, YouTube, теми ограничены. Не знаю истину, не знаю действительность, не зная похожие. Утратили это давно-давно. Вот. И все. Превратились практически в животные двухногие. Многие. Есть такое? Да, есть. Это кипяток, ребят. Вот. Да, вопросов много. Желаний тоже много у каждого. Несмотря проблем еще много. Когда узнаешь новое, познаешь новое, и становишься на следующий день, то ты не знаешь многого. Мы потихоньку идем. Вот. И помогать людям — это хорошее дело, на мой взгляд. Вот. Когда есть время, которого очень мало, появятся нужные люди, нужные слова. Вот. И хочется человеку поддержать. Почему бы и нет? Нам это не трудно. Подсказать, помогать. Вот. Что конкретно? Что-то болит, пошел в больницу, совершенно юная молодой человек или девушка в халате, маска говорит, что у вас онкология. Сколько дадите? Ну, лет 3-5.
и то или и то меньше. Это говорит прошлогодний студент. И это очень жестоко. Вот. На самом деле это, ну, они, вернее, полагаются на анализах. Раз на то пошло, если у тебя детей нет, даешь анализы, свою сперму, как мужчина, вот, и они перед анализом должен воздержаться в течение 3 суток, потом прийти в анализ дать, которого очень неловко для мужчин. Вот. И скажут там, ваши сперматозоиды малоподвижны, придешь еще раз через воздержанием 10 дней, а они мертвые сперматозоиды твои. Мертвые, скажут. На самом деле это не так. Я сам, когда женился, у нас пару лет не было детей. Вот, такой вопрос я хорошо знаю. Вот. Ну, созрели, узнали, сами пришли к этому, не скажу чему. Вот. Имеют 2 сына. Нормально, нормально. Деликатный очень вопрос, очень деликатный. Но самому надо измениться, во-первых. Если прошлогодняя студентка говорит такие нехорошие новости, не надо падать в отчаяние, депрессию и так далее. Это лишь слова. Слова. Каждому дается определенный период времени. Вот, изначально дается больше 100 лет жизни в этом мире. Мы его тратим. Большинство попросту просто так живем. Как бы, вот, кто-то виноват в этой жизни, какая-то власть и так далее. Ну, на самом деле, вот тут твоя башка — это твоя башка, не наша. Твои проблемы, соответственно, и твои проблемы тоже не всего мира, правильно? Просто мировоззрение, познание мира, отношения, общение не хватает вообще. Очень многим людям не хватает такого. Ну, знают там, типа, в Ютубе можно увидеть то, что хочется, например, или ТикТоке и так далее. Вот. Но это не спасение, это не общение. Показать жопу или грудь — это минимум неприлично. Но делается система именно так, превращает-то именно так. Понимаете? Вот. Ну, у каждого человека свое здоровье, свое время, и у каждого человека свои проблемы. Вот. Некоторые верят, некоторые, многие не верят, а некоторые сразу верят. Вот. Тот, кто верит, тот всегда побеждает. Сила правды, правда. Но для тех, кто не уверен или просто хочет удостовериться в своей диагности, которую поставили врачи, обращайтесь. Номер знаем. Вот тут. Пишите по WhatsApp. Звонки не принимаю. Вот, как будет время, посмотрю на сообщения и созвонимся и так далее. Услуга не бесплатная. Сумочка обычная, 5 рублей.
Вот, нормальная сумма. Обращайтесь, чем смогу, чем помогу. Пока так. Ну, если клиенты сами захотят отправить отзывы на мой адрес, видеоотзывы, могу положить на этот канал. Посмотрим. Ну, многие, 97% будут ругаться, завидуя там а-ля тополя и так далее. Кожа толстая, ребят. Каждому свое. Кто верит, кто не верит, решать вам. Но мы, в свою очередь, вашим услугам ждем. До связи.